В Москве под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание коллегии МВД России. Участники обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Актуальность сегодняшней темы трудно переоценить. Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Оформление документов, покупки товаров и оплата услуг все чаще осуществляется в виртуальном пространстве. Новейшая технология все активнее берет на вооружение и криминалитет. Сегодня интернет и прежде всего социальные сети стали механизмом, не имеющим себе равных по скорости и масштабу распространения информации, в том числе вредоносной, противозаконной. Посредством интернета совершается хищение чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. В киберпространстве продолжают действовать деструктивные группы, склоняющие подростков к противоправным деяниям. Не прекращаются компьютерные атаки на сайты и серверы государственных органов и частных компаний. Среди новых угроз – факты мошенничества с использованием сотовой связи. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в 2 раза. В январе-сентябре текущего года почти на 70%. Глава МВД России привел несколько примеров результативной работы. Так, с 2018 года в московском регионе задержаны организованные группы общей численностью почти 30 человек, которые совершали мошеннические действия в отношении пожилых граждан на территории 5 субъектов Российской Федерации. В мае текущего года пресечена деятельность группы, управлявшей сетью медицинских клиник в ряде регионов России. Злоумышленники через колл-центры приглашали пациентов, а затем вводили их в заблуждение о наличии заболеваний, требующих неотложного дорогостоящего лечения. Для оплаты медицинских услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 000 рублей. В настоящий момент установлено более 11 тысяч потерпевших. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 1 миллиард рублей. Важной задачей Владимир Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента. Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки мошеннических колл-центров, интернет-пирамид. Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышение уровня финансовой грамотности граждан, а также необходимость принятия дальнейших скоординированных мер со стороны всех заинтересованных государственных структур, общества и бизнеса для улучшения ситуации в данной сфере.